Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. В аэропорту Якутск открыта новая взлетно-посадочная полоса. Расскажем об этом более подробно. Новый учебный год начнется без срывов. Школьники приступят к процессу обучения традиционно с 1 сентября. Дань уважения коллеге и наставнику. У здания Русского театра будет установлен памятник народному артисту Валентину Антонову. В аэропорту города Якутск открыли взлетно-посадочную полосу. На совещании оперативного штаба по лесным пожарам глава Якутии Айсен Николаев поздравил всех с вводом в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск. Он отметил, что это даст сейчас возможность еще более эффективно бороться с огнем и перебазировать воздушные суда БЕ-200 и Ил-76 на территорию города Якутска, откуда эти воздушные суда будут задействованы в тушении лесных пожаров на территории региона, в частности, в тех районах, где сегодня наиболее сложная пожароопасная обстановка. Битва за тайгу только начинается. С таким лейтмотивом прозвучало обращение Айсена Николаева к населению Якутии. В республике создадут новую программу действий защиты лесов от пожаров с учетом процессов изменения климата. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что ученые всего мира констатируют ускорение процессов изменения климата и прежде всего в северных регионах планеты. В первую очередь глава республики отметил, что в Якутии необходимо добиться увеличения численности и усиления оснащенности специализированных лесопожарных формирований, защищающих якутские леса. Пожарами предыдущих лет и этого года пройдены миллионы гектаров лесов Якутии, поэтому необходимы решения по их восстановлению, в том числе по созданию крупных лесопитомников. Айсен Николаев сообщил, что над этим решением и многих других вопросов будет работать правительство региона совместно с муниципалитетами и привлечением научных учреждений. Я поручаю правительству Якутии разработать новую программу действий защиты лесов от пожаров с учетом процессов изменения климата, игнорировать или недооценивать которые больше нельзя. Свои предложения мы потом внесем на федеральный уровень, поскольку эта проблема общая, это вопрос будущего лесов всей нашей великой страны. Настоящая битва за тайгу только начинается. Жители села Бяскёль горного района, потерявшие жилье во время верхового пожара, должны въехать в новые благоустроенные дома к 15 октября. Дети поедут отдыхать в детские лагеря, а сельчане с хроническими заболеваниями поправят здоровье в российских здравницах. Об этом в ходе обращения к жителям Якутии сообщил глава республики Айсен Николаев. На данный момент жители села, размещенные в пункте временного размещения в Бердигистяхе, полностью обеспечены медикаментами, питанием, питьевой водой и всеми санитарно-гигиеническими принадлежностями. Вместе мы преодолеем все трудности, восстановим пострадавший Бяскёль. Уже к 15 октября все его жители, потерявшие жилье, должны въехать в новые благоустроенные дома. Сильнейшая засуха этого года очень сильно ударила по сельскому хозяйству и по кормозаготовкам в Якутии. В связи с этим правительству поручено принять все возможные меры, чтобы помочь селянам сохранить скот и свои хозяйства. Отметим, что план по заготовке сена на этот год составляет 457,5 тысяч тонн, силоса – 26 867 тонн, сенажа – 14 766 тонн. Для восполнения затрат работы мобильных бригад запланирована государственная поддержка, а также поддержка по перевозке и приобретению сена. Сильнейшая засуха этого года очень сильно ударила по сельскому хозяйству, по кормозаготовкам. Эта проблема сейчас для нас не менее острая, чем тушение пожаров. Правительству поручено принять все возможные меры, чтобы помочь селянам сохранить скот, сохранить свои хозяйства. Работа идет, и наши аграрии не останутся один на один с проблемами. Глава Якутии отметил, что лесные пожары не помешают своевременному началу учебного года в школах республики. Никаких срывов подготовки всех школ республики к приему учеников 1 сентября не будет допущено. Эта задача будет выполнена, в том числе, конечно же, с соблюдением всех противоэпидемических требований, сказал Айсен Николаев. Глава региона подчеркнул, что борьба с огнем действительно сплотила жителей региона. Он выразил уверенность, что общими усилиями удастся выстоять и
и выйти победителями в борьбе с огненной стихией. В Нерюнгринском районе при подготовке к зиме основное внимание уделяется реализации планов по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, промывки систем отопления и созданию запаса угля на котельных. Так, теплоснабжающими организациями к началу отопительного сезона заключены договоры поставки топлива. Формируется неснижаемый его запас, а также создается запас продукции технического назначения. Исполнение плана мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда в Нерюнгринском районе на сегодняшний день составляет 75%. Комиссиями органов местного самоуправления проводится проверка готовности жилищного фонда и учреждений социальной сферы. На сегодняшний день у нас в городе подписано 130 многоквартирных домов. Общий процент подписания – это 45%. Из них поселок Беркакит у нас полностью подготовлен к отопительному периоду, 100% подписание паспортов готовности. И село Иенгра тоже подписали полностью все 59 многоквартирных домов, жилых домов. Остальные готовятся к подписанию на завершающей стадии, то есть к 1 сентября у нас будет подписан весь жилой фонд. Граждан всех возрастов, в том числе лет старше 55, будут обучать IT-навыкам в Южно-Якутском технологическом колледже, который обустраивает новые мастерские по национальному проекту образования. Колледж возводит новые мастерские, оснащенные по стандартам WorldSkills, на средства выигранного по направлению информационные технологии гранта Минпросвещения Российской Федерации. Таким образом, там будут проходить учебные занятия, чемпионаты профессионального мастерства, учебно-тренировочные сборы, демонстрационные экзамены, профориентационные мероприятия, программы дополнительного профобразования и обучения. У здания Русского театра будет установлен памятник Валентину Антонову, народному артисту ЯССР и РСФСР. Он появится в переулке, также названном в его честь. Художественный руководитель театра Александр Лобанов рассказал, что памятник – это дань уважения коллеге и наставнику. Валентин Антонов проработал в театре более 40 лет. За эти годы он воспитал не одно поколение талантливых актеров. Памятник планируют установить уже осенью этого года. Его открытие будет приурочено к 95-летнему юбилею актера и 130-летнему юбилею самого театра. Изготовление столь значимой скульптуры доверили советскому и российскому скульптору Галиму Долгомбетову из Московского государственного художественного института имени Сурикова. Это некий такой образ фронтовика, некий образ актера, то есть, который еще вот вышел, еще находясь в образе, но вот уже где-то вот на отдыхе, да, вот даже не быт, а вот именно между работой, между тем же бытом домашним, да, вот. И я надеюсь, что у нас мы постараемся, по крайней мере, вот создать такую иллюзию присутствия Валентина Дмитриевича здесь. Художники начали роспись нового мурала в столице республики. Изображение якутского традиционного лоскутного ковра появится в доме у озера Талая. Самсон Атасыков и Степан Данилов создают роспись в рамках фестиваля современной культуры «Лето Якутия». Ранее они уже были участниками фестиваля в 2019 году. Тогда художники расписали тепловой пункт музыкального училища. Новый мурал украсит торцевую часть жилого дома номер 31/3 по улице Ломоносова и станет завершающим объектом благоустройства озера Талая. Международный фестиваль «Друзья» в Москве под патронатом фонда «Северная радуга» проходит в эти дни в столице нашей страны. Учредитель конкурса – якутянка Александра Борисова. В культурном центре «Салют» состоялось открытие конкурсной программы. В этом году заявки на участие подали более 40 участников из России, Индии, Болгарии, Китая, Польши и Беларуси. Республику Саха представили несколько коллективов. В очном формате вокальный ансамбль «Умсулган», танцевальный коллектив «Кюнситиме», заочно танцевальный коллектив «Алагар Далбардара» и «Кунджоно», Центра культурной духовной культуры «Арчи». По словам организаторов, фестиваль имеет объединяющую культуру народов мира миссию. В Якутии пожары идут, все уже об этом знают. И было очень тяжело вот в это время как-то вот ждать команду из Якутии, но они смогли приехать, и мы знакомимся с культурой разных народов.
Мы приехали сюда по приглашению Александры Борисовой. Планировали мы это еще год назад, но, к сожалению, из-за пандемии пришлось отложить даты нашего приезда. Также я слышал про ужасные события, связанные с пожарами в Якутии, и мы нашей командой молимся, чтобы пожары быстрее прекратились. Станислав Свинобоев поборется за бронзовую медаль первенства мира. К сожалению, якутский борец не смог одержать победу в полуфинальной схватке над Джабраилом Гаджиевым. Азербайджанец выиграл встречу со счетом 6-1 и разыграет золотую медаль в весовой категории до 70 килограмм. Сегодня, 17 августа, Станислав Свинобоев оспорит бронзовую награду. К этому часу пока вся информация. Хорошего дня!